Что касается научной деятельности, 3 таких вот фундаментальных цели: повышение качества научных исследований, увеличение внебюджетного финансирования и увеличение доли остепененных, так называемых остепененных сотрудников. Что здесь сделано? Ну, на самом деле, де-факто существуют у нас вот кластеры, которые вы имеете возможность видеть. Одна из задач – это не просто оформить это де-юре, сделать такой нормативно-правовой уже документ, сколько также наполнить и соответствующими механизмами, как этот кластер может себя реализовывать и зарабатывать деньги. Просто кластер ради кластера – это никому не нужно. Должен быть выигрыш. Выигрыш в финансах, выигрыш в качестве научных исследований, в количестве публикаций. Хочу отметить, начал работу Совет по междисциплинарным исследованиям. Принято решение подготовки проекта в рамках концепции «Умный город», развития междисциплинарных кластеров БГУ. Пока еще этот совет делает такие первые шаги, но ректорат здесь делает значительный акцент на том, чтобы этот совет также имел воплощение не только в научной, но и в образовательной деятельности. Могу сказать, что студенты примерно 60% навскидку всех предложений, которые озвучивали, видно были, они не заранее срежиссированные. Некоторые наивные, некоторые уже существуют в практике университета и университетов, но вот 60% примерно они касались междисциплинарных вещей. Причем некоторые взяты на карандаш и очень интересные. То есть вот это обратная связь, насколько это востребовано. Что касается повышения качества научных исследований, здесь может быть несколько так информативно этот слайд, но мы постарались, чтобы он был виден достаточно хорошо. Вот крайне важно, чтобы у нас междисциплинарность, она отвечала всем критериям. И очень важно также то, что наблюдается у нас в университете рост удельного веса социально-гуманитарных исследований. Ну, цифры пока, может быть, скромные, хотя если брать в численном выражении, то и вполне даже дают о себе знать. Например, вот 16 проектов, то есть 27% это уже социально-гуманитарные подразделения, которые на сегодняшний момент имеют гранты Минобразования. Публикационная активность, я считаю, что у нас тоже имеет неплохую достаточно динамику, и несмотря на то, что данные были взяты на 1 октября срез 2018 года, впереди квартал, причем квартал такой один из плодотворных, решающих. Понятно, в летнее время это где-то затишье, а вот 4 есть. И, конечно же, здесь не может не стоять, собственно говоря, задача – это поддержка создания механизмов. То есть не просто требовать, вот пишите статьи, да? Мы же понимаем, что в ряде вузов эта деятельность написания статей, например, в высокорейтинговых журналах, она хорошо финансируется. Я могу даже цифры привести. Вот, речь идет, там, например, как, если казахские вузы, специальная программа там, от 1000 до $1500 за одну публикацию в Скопусе. Речь идет немножко о другом, о том, чтобы у нас все-таки здесь и финансовая была составляющая поддержки написания статей, но и самое главное, чтобы в целом была система в университете, которая мотивирует на занятия вообще научной деятельностью. Потому что если мы просто ставим себе цель заработать деньги через написание скопусовских статей, хотя знаю таких людей, может быть, но это очень узкопрагматичная и очень тонкая цель. Поэтому из задач, которые стоят на год, это разработка положения о кластерах БГУ, развитие кластера в области информационных технологий и прикладной математики, когда мы посещали, соответственно, факультет ФПМИ, об этом шла речь, и присутствуют коллеги, члены Совета университета здесь. Ну и, естественно, то, о чем говорилось раньше, организация междисциплинарных кластеров. Повышение качества научных исследований крайне важно нам подать заявки на включение, грамотно подготовить, подать заявки на включение 3-4 журналов БГУ в базу данных Scopus. Вы видите, такая задача стоит.
Есть аппарат, есть ресурсы, надо просто-напросто работать, потому что, ну вот даже в БНТУ, насколько я знаю, есть скопусовский журнал, появился, по крайней мере, за прошлый год, почему в БГУ нету. Это нужно делать. Какие бы сложности здесь не были, готов к любым предложениям, если нужны дополнительные какие-то. Увеличение внебюджетного финансирования науки. Ну вот здесь видите некоторые, скажем так, цифры и факты. У нас действительно наблюдается рост участия в госзакупках наукоемких товаров с точки зрения экспортного потенциала наукоемкой высокотехнологичной продукции. Мы здесь имеем оптимистичные шансы выполнить в объеме где-то $2,5 миллионов, ну, условно, плюс-минус. Но гораздо важнее понимать, что научная составляющая, она будет действительно прибыльной только тогда, когда будет молодежь вовлечена в выполнение научных исследований, научных тем и программ. То есть иногда, может быть, есть смысл аккумулировать деньги и разово вложить в подготовку именно молодых специалистов и где-то, может быть, не дофинансировать приобретение того же самого оборудования, но зато через год, через два получить гораздо больший эффект. Вот это тоже стоит одна из таких основных задач. Ну вот вы видите также, что заключено 6 лицензионных договоров, увеличение финансирования на развитие материально-технической базы. Вот. Ну и, по крайней мере, я очень рассчитываю, что в ближайшем году и сама оптимизация Главного управления науки, она не просто произойдет, оптимизация ради оптимизации, а она даст нам выигрыш в решении тех целей и задач, которые вот были представлены. Ну, важно, что появляется конкретика, на мой взгляд, вот, и за выполнение каждой из задач, естественно, будет пристальное внимание. У нас явно выраженный акцент на взаимодействие, сотрудничество с Китайской Народной Республикой. Это не только наука, это еще и образование. 73% у нас иностранных обучающихся – это китайские граждане. Поэтому здесь к вопросу и о развитии китайского языка, в целом, так сказать, создание кластера китаеведения в университете на базе Института Конфуция. Ну, по поводу увеличения доли остепененных сотрудников принято решение о том, чтобы создать положение о грантах ректора, причем 2 уровней: гранты на защиту кандидатских и докторских диссертаций, и не только на защиту, но и на, скажем, дифференцировать на написание и плюс уже на защиту, буквально вот с точки зрения организационных каких-то моментов, поездки, оплата работы там рецензентов и прочее, прочее. Поэтому очень рассчитываю, у нас будет отдельный доклад по науке еще в течение года, там эти вещи могут быть детализированы, но с точки зрения вот реализации стратегии здесь демонстрируется на вашему вниманию уже сейчас.